То ли смеяться, то ли плакать. Фейк-ньюс от Поклонской. Янукович незаконно свергнутый президент. Какую ложь рассказала Поклонская Гордону? Они нас поставили в эту позу. А вот этих игр, которые сейчас нам происходят у Зеленского с Путиным. Зеленский хотел задобрить Путина водой. Эти информационные вбросы, которые идут, а потом завтра раз и воду подадут. Помню в казахстанских степях, как выбрасывали покойников. Депортация или геноцид крымских татар. Данному акту геноцида есть определение. Привет, вы смотрите «Крым Реалии». Это пощечина Украине, написала Ирина Геращенко. Это на грани политического мазохизма, возмутился Рифат Чубаров. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа спрашивает, цитирую, «Почему Поклонская получила возможность лгать и говорить глупости на всю Украину?» Мы внимательно посмотрели все 3 часа интервью Гордона с Поклонской. Смотрите теперь и вы внимательно, где и почему она говорит неправду. Я расцениваю Майдан как огромный всеукраинский обман украинцев и как государственный переворот. Очень страшно было смотреть, как это все происходит. Я ведь могу смотреть как через общечеловеческие категории, через юридические, но и так это плохо. Людей вывели провокаторы. Нельзя построить новое на крови. Майдан – это кровь. Майдан – это оружие. Майдан – это горящие покрышки. Майдан – это безобразие. Это то, что пропагандирует Россия. Мало того, это пропагандирует Путин. То есть он прямо говорит госпереворот. В Киеве был совершен государственный переворот. Когда весь мир говорит, это не переворот, все было законно, и один человек или одна страна говорит, нет, это все же переворот, и кто-то начинает это ретранслировать, нужно задуматься, а кто же тогда манипулирует, кто же имеет какое-то желание перекрутить факты. Нужно четко понимать, что Россия – это империя, построенная на крови. Янукович незаконно свергнутый президент. Если бы он остался, его судьба, наверное, была бы такой, как и у Каддафи. Так в чем же здесь неправда? Эта вся словесная эквилибристика, она отводит от главного. Янукович убежал. После побега из страны он был признан законодательным органом Украины президентом, который самоустранился от выполнения своих конституционных прав. В Верховной Раде Украины сформировали новое большинство, и решением парламента Янукович был отстранен от занимаемой должности. Мне устраивают встречу с Аксеновым. Я приехала из Киева 5 или 6 марта 2014 года. Когда я пришла к Аксенову, я его впервые увидела. Познакомились. Говорю, я сотрудник Генеральной прокуратуры Украины. Вот так-то и так-то произошло в Киеве. Шефа нет. Написала рапорт на увольнение. Хочу быть полезной и работать в Крыму. Через 2 дня мне звонит Аксенов и говорит, Наталья, у нас нет прокурора. Пойдешь? Я говорю, конечно, пойду. Была уволена за нарушение присяги украинского прокурора с лишением классного чина советник юстиции. По фактам выходит, что она соврала, по фактам выходит, что она приехала в Крым, договорилась обо всем и потом начала пропагандистскую деятельность, еще представляясь сотрудником прокуратуры Киевской. Так в чем же здесь манипуляция Поклонской? Ее уволили из органов, но уже 11 марта она объявляет о своем назначении прокурором Крыма. Буду выполнять свои должностные обязанности так, как прописано законом Украины.
В это время Крым живет в поле украинского законодательства. Назначение Поклонской Генпрокуратура Украины признает незаконным. Она войдет в историю как самопровозглашенный прокурор. Проведение крымского референдума на территории полуострова вот в тот момент это была вынужденная мера. Потому что они нас поставили в эту позу. Мое мнение, что референдум крымский нужно рассматривать не исходя из внутреннего законодательства Украины, Конституции Украины, а исходя из международных документов. Это не нарушение международного права, потому что Крым никто не аннексировал. Все эти решения были незаконными в соответствии и с украинским национальным законодательством, и вообще просто логикой правовой. Назовите мне такую ситуацию, когда на какой-то территории, в каком-то государстве проводился бы референдум части территории по вопросу возможного и реального отделения, который можно подготовить и провести за 9 дней. При абсолютно выключенных тотально всех средств массовых, электронных средств массовой информации этого государства. 27 марта 2014 года из-за вооруженной оккупации России территории Украины заседала Генассамблея ООН. За резолюцию проголосовало большинство стран – 100, против были 11 и 58 воздержались. ООН призывала страны отказаться от действий и попыток изменить границы Украины с помощью силы и других незаконных действий. В 6-м пункте записано, что проведенный референдум 16 марта не имеет законной силы и не может изменить статус Автономной Республики Крым и города Севастополь. Что касается запрета Меджлиса, то это было вызвано рядом преступлений, которые совершены были от имени Меджлиса. Может быть, люди, которые входили в состав этого движения, они хорошие. Но от имени Меджлиса они совершили диверсию, они совершили вот это вот массовые беспорядки 26 февраля, ну и ряд других преступлений. Поэтому, исходя из собранных материалов, мной были направлены все документы в суд, и судебным решением Меджлис на территории Российской Федерации запрещен. Москва, изучившая Крым задолго до непосредственного вторжения, прекрасно понимала, что центром, институтом, объединяющим, мобилизующимся крымских татар, является их представительный орган, который они сами избирают, Меджлис. И поэтому у них была задача договориться с ним. Им не удалось это сделать, им не удалось нас купить, им не удалось нас запугать. Они пытались это сделать, тогда они решили нас запретить. 26 февраля возле парламента Крыма состоялся многотысячный митинг за территориальную целостность Украины. Позже следком России возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков. Среди обвиняемых были только крымские татары. Когда крымские татары вышли и сказали, нам здесь Россия не нужна, вот тогда они начали Меджлис душить. Меджлис судят за что? По русским законам, но статью им шьют до того, как референдум прошел, но за русскими законами. В 2017 году Международный суд ООН обязал Россию отменить ограничения на деятельность Меджлиса. Предписывает России незамедлительно отменить запрет на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, уважать право крымско-татарского народа иметь свои национальные институты. Говорят, мне обвинение написали в террористическом акте. Что за смех? То ли смеяться, то ли плакать. Я не знаю, в чем меня конкретно обвиняют, потому что мне ни одной процессуальной бумаги не направили. Более того, они ведь как? Они даже не допустили моих адвокатов к уголовному делу. Поклонская Наталья Владимировна подозревается прокуратурой АРК в совершении преступления, предусмотренного статьей 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычая войны».
Ну какой я субъект военных преступлений? Что они имеют в виду? В прокуратуре ответили Поклонской. Подозрения по 2 эпизодам, которые инкриминируются как военные преступления. Представляя оккупационную власть, Поклонская участвовала в запрете Меджлиса крымско-татарского народа, причастна к незаконному преследованию участников митинга 26 февраля. Вопрос, почему именно она является военным преступником, расписан в тех процессуальных документах, которые были направлены всеми возможными средствами связи, в том числе и в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Однако Генпрокуратура России отказалась от сотрудничества. В прокуратуре Крыма удивлены, что Поклонская не знает о подозрениях, потому что ее адвокаты регулярно знакомятся с материалами дела. Адвокаты, с которыми она подписала договор лично, которые показывают договоры о представлении правовой помощи, свидетельствуют о том, что она знает, что происходит в Украине и в отношении своего преследования в Украине. Ее адвокаты приходят в органы предварительного расследования, в прокуратуру, в суд, знакомятся с материалами уголовного производства. В Генпрокуратуре Украины по Поклонской открыты и другие уголовные производства. Среди них за незаконное задержание Олега Сенцова и участие в преступной организации. Также против Поклонской возбуждено дело о государственной измене. Запасы воды в Крыму уменьшаются. Ее в водохранилищах наполовину меньше, чем в прошлом году. В Севастополе уже ввели режим экономии. Херсонские фермеры тем временем рассказывают, что со стороны Крыма уже расчистили русло канала и боятся, что подача воды на полуостров все же возобновится. Кто и как это может сделать, и что эксклюзивно об этом нам рассказал бывший премьер Украины Гончарук. Смотрите. Режим экономии воды в Севастополе ограничивает использование на автомойках и фонтанах, а с 15 мая дачникам дают воду только на 2 часа в сутки. Речь идет о 92 дачных массивах на юге города. Если в водохранилище нету воды, можно говорить все, что угодно, можно возмущаться сколько угодно, но воды от этого не прибавится. Это Чернореченское водохранилище, самое большое в Крыму и питает Севастополь. Его охраняют как стратегический объект, поэтому близко не подойти. Но и издали видны бетонные кольца, они наполовину над поверхностью. Когда водохранилище высыхает, их видно полностью. Год должен быть засушливый. Гидрометцентр Крыма называет ситуацию на полуострове с водой, цитирую, стабильно напряженной. По оценкам специалистов, водохранилище заполнено на 30-40%. Подконтрольная Кремлю руководительница Симферополя заявляет, проблему уже не скрыть. Конечно, ситуация очень сложная, да, и скрыть невозможно о том, что водохранилище мельчает, и эта проблема сегодня существует. Власти республики занимаются этой проблемой ежедневно. Это мой зерноток. Тут я планировал построить склад, уже начал. Вот это все будет крыша. Я планирую сделать ее из желто-голубого профиля. И будет такой флаг, как раз в сторону Крыма он будет смотреть. Это фермер с Херсонщины Игорь Брагинец. С его поля уже виден крымский завод «Титан». Крым всего в 20 километрах отсюда. Игорь один из тех активистов области, которые в 2014 году вручную мешками перекрывали северо-крымский канал. Вы знаете, что с той стороны уже даже почистили канал. Мне доложили вот друзья, у которых есть информация, что они уже приготовились с той стороны ее принимать. Так что, возможно, эти информационные вбросы, которые идут, а потом завтра раз и воду подадут. Придумают, каким образом. О варианте, как подать воду в Крым, зимой рассказывал херсонский предприниматель, экс-нардеп Сергей Хлань. Он говорит, что по его инсайдерской информации группа чиновников и предпринимателей готовят объединение 2 каналов – Северокрымского и Каховского магистрального и передачу их в управление акционерного общества под названием «Воды Таврии». Оржель непосредственно вел это по указке офиса президента, потому что появился такой игрок, ну он там из старых, не буду называть фамилии, который опять принес эту идею, но к этой идее добавилась еще подача воды в Крым, то, что было необходимо
нынешнему президенту Зеленскому для своих там задабриваний или, я не знаю, вот этих игр, которые сейчас там происходят у Зеленского с Путиным. Сергей Хлань заявляет, что речь шла о скрытой приватизации 2 водных артерий Украины под видом инвестпроекта на модернизацию в $50 миллионов. По информации экснардепа, соответствующее распоряжение было на столе тогдашнего премьера Алексея Гончарука. Мы спросили у Гончарука, видел ли он предложение об объединении 2 каналов и подаче воды в Крым. По поводу объединения каналов, это какое-то локальное решение. Сейчас мне сложно вспомнить там конкретно этот или документ, или инициативу. Я ни о чем таком не слышал. Но ни разу за период работы нашей в правительстве никогда не звучала идея, всерьез не обсуждалась идея возобновления поставок Украины воды в Крым. Или, по крайней мере, я об этом ничего не знаю и ничего не слышал. Не знаю ничего. Руководство Каховского магистрального канала об идее объединения ничего не знает. Северокрымского тоже. На данный момент у управления Северокрымского канала нет никакой официальной информации. Фермеры Херсонщины боятся возможной скрытой приватизации каналов. Леонид Кириченко выращивает разные сельхозкультуры уже 30 лет. Вот это его поле на капельном орошении из Северокрымского канала. Это поле корень селеры. Это корень сельдерея. У нас в Украине он только недавно стал популярен. Он еще не широкого потребления. У Леонида 1000 гектаров земли, из них орошаемой 30%. За последние 5 лет, говорит фермер, цена на воду увеличилась для него в 5 раз. В прошлом году с группой фермеров он из-за очередного повышения пикетировал облуправление водного хозяйства. В этом году цену не повышали, но и нынешние траты для хозяйства немалые. За подачу воды Леонид платит 31 копейку за кубометр. Но еще есть и платеж за электроэнергию – 2 гривны 45 копеек за киловатт. За месяц набегает значительная сумма – 200 тысяч гривен. Где-то так 1150-180. Где-то так 1150-180. Это на электроэнергию. На воду где-то процентов 30 от этой суммы. Где-то 1050. Это тариф. Это приблизительно на 150 гектаров. Удивляюсь просто, каким образом мы на плаву. То, что каналы могут оказаться в частных руках, Леонида пугает. Если у нас уже и воду выкупят, а мы ожидаем такого, что такое возможно, то эта проблема будет не только наша, но и всего населения Украины, потому что там сразу поднимут цены на ту или иную услугу. Это будет большая катастрофа. У фермера Игоря Брагинца 1700 гектаров земли. 80% из них на орошении. Нынешнюю цену на воду из каналов считает приемлемой. Он входит в общественный совет при Госагентстве водных ресурсов и говорит, что платежи экономически обоснованы и фермеры платят только себестоимость подачи воды из каналов. И когда стоит вопрос, что тебе важнее, чтобы вода была или чтобы была низкая цена, то я, наверное, скажу, чтобы вода была, ведь без воды тут очень часто урожая не собирают. С ценой я считаю так, как сказал Генри Форд: не бойтесь больших затрат, бойтесь низких доходов. Скрытая приватизация каналов угрожает опасными последствиями, считает Игорь Брагинец. Ведь из-за этого, во-первых, фермерам поднимут цену на воду в несколько раз. Во-вторых, воду могут подать в Крым, тогда как херсонские производители уже страдают от ее нехватки. Этот год в области самый засушливый за 130 лет, утверждает Игорь. Понятно, что это предприятие делается для чего? Для подачи воды в Крым. То есть куда подавать, если самим уже начинать не хватает? Политически это не то, что нецелесообразно. Это очень вредно для страны, которая носит название Украина. Оккупант должен нести полную, в том числе финансовую ответственность за оккупированные земли. И то, что они кричали: да мы обойдемся без вашей воды, обходитесь, пожалуйста. Игорь говорит, что если произойдет попытка дать воду на полуостров, будет одним из тех, кто станет противодействовать этому. Я сразу предостерегаю власть: встанут внизу канала. И я буду там тоже стоять, внизу канала. И пусть они попробуют дать воду в Крым. В фонде госимущества Украины нам подтвердили, что Северокрымский и Каховский магистральные каналы приватизации не подлежат. Но сейчас действующего перечня объектов, который был бы утвержден парламентом, нет. Последний проект закона с перечнем, который подавало правительство Гончарука, отозвали. В проекте закона Украины о перечне объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации, зарегистрированном в Верховной Раде Украины 3 февраля 2020 года под номером 2831, Северокрымский канал и Каховский магистральный канал также отсутствуют. Этот проект закона отозван 4 марта 2020 года.
В фонде госимущества нам также сообщили, что к ним не поступали проекты, где каналы были бы указаны как запрещенные к приватизации. В этом месяце Госагентство водных ресурсов обратилось в Минэкономики с просьбой включить 2 канала в законопроект с перечнем объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Важно также понимать, что дамба на канале технически не готова к запуску воды. Этот объект не введен в эксплуатацию. И это, наверное, послужило таким камнем преткновения, что невозможно было получить быстрое решение по подаче в Крым в этом поливном сезоне. Через дамбу без подъемных механизмов технически дать воду в Крым невозможно. Сергей Хлань советует внимательно следить за изменениями в госбюджет. Если в него заложат достройку дамбы, то это может быть сигналом того, что власть не оставила идею дать в оккупированный россиянами Крым воду. Дмитрий Евчин, Алексей Надорогань, Ирина Домащенко для Крым Реалии. Их предавали, морили голодом, играли в футбол, их хлебом обзывали людоедами. История семьи Шикуре Абибулаевой полна более известной каждой крымско-татарской семье. 76 лет назад всех представителей коренного народа полуострова силой выселили с родины. По подсчетам исследователей, из-за выселения, по разным данным, погибло от 18 до 46% всего этноса. Это надо признать геноцидом, а не называть депортацией, говорят в семье Шикуре. Это село Тургеневка, а раньше Тиберти. Сейчас это церковь, а раньше дом состоятельного крымского татарина. Дому 130 лет. Тут жил дед Шикуре Абибулаевой. Таких, как он, советская власть называла кулаками. Он в Крыму-то был богатый, кулак был, земли много у него было, очень работящий был. В селе все говорили на крымско-татарском. Тут жили лишь несколько десятков семей россиян и украинцев. Когда началась Вторая мировая, отца Шикуре мобилизовали, но на фронт отправить не успели. Когда нацисты вошли в Крым, командир сдал солдат. Отец рассказывал, что на 10 человек дали 1 винтовку и 10 патронов. Вот так они там стояли. И уже наступили немцы, и Козлов, или этот Козловский, всех их сдал и сам ушел с немцами. Их всех забрали в плен. Вот этот дом семьи Шикуре забрали, а их самих загнали жить в подвал. У нас жил немецкий офицер, у него были 2 адъютанта, Костя и Дима, русские ребята. И я видела, как часто привозили из Севастополя к нему девушек. Мы не представляли, что это такое. С высокими прическами, красными губами. Для деревенских детей это очень странно было. В 1944 году Шикуре было 8 лет. Она хорошо помнит 18 мая, день, когда их всех депортировали. Утром нас разбудили на рассвете. И мама поднялась, конечно, мы все поднялись. Деда с штыком прямо в одну стенку, а дядя в другую стенку. Их держали, охраняли солдаты. Мама нас собирала. Мама успела нам по бокалу молока налить. И все, ничего с собой, ни документов, ни одежды, ни смены, ничего не взяли. Шикуре помнит, как их 3 недели везли в Среднюю Азию, без еды, воды, без уборных. А покойников не хоронили. И в этих товарных вагонах, вы знаете, там наступить некуда было. 3 дня нам окна не открывали, кушать не давали. Помню в казахстанских степях, как выбрасывали покойников. В общем, очень много умирало людей, детей, стариков. Родные Шикуре и еще несколько семей из их крымского села оказались в Кишлаке в Узбекистане. Вспоминает, как люди умирали от малярии и дизентерии целыми семьями. Хорошо у нас с нами дедушка был, который нас спас. Он сразу устроился к узбекам, помогал сенокос, там он хозяйство очень хорошо знал. Единственная одна узбечка была соседка, которая тайком такую лепешечку принесет, нам 4 раздели, детям кормила нас. Когда семье удалось перебраться в город Фергана, мать устроилась на фабрику. Дети по 5 часов стояли в очереди за пайкой хлеба. Ну и когда мы подходили к дому уже, ребята, русские ребята, у нас выбивали этот хлеб с рук, играли в футбол и притом произносили предателей, сволочи, людоеды. И потом грязный хлеб нам отдавали, а мы со слезами уже шли домой.
После плена и войны вернулся отец, еле нашел семью и забрал в Таджикистан. Шли пешком, тайно. Оставлять место депортации было запрещено. Шикуре пошла в школу, выучила русский язык, потом в медучилище, стала медсестрой. Нам папа сделал деревянные колодки в школу ходить, обуви нет. И вот мы уже в техникуме учились, 3 месяца мы собирали хлопок. Но увозили нас далеко, поля далекие, как-то неудобно сказать. Мы в канаве стирали трусы, мокрые одевали на себе. Умирали девочки у нас от туберкулеза. Когда семье Шикуре удалось вернуться на родину, их дома были заняты. В особняке ее деда теперь церковь, раньше был детский сад. В жилище дяди до сих пор почта. В доме родителей Шикуре поселились 2 семьи. Вот я ездила, там этот дом уже не узнать. Такой у нас шикарный двор был запущенный. А половину она продала татарам. Они добавили, пристроили времянку, в общем, закрыли, ухоженный двор. Сейчас Шикуре живет с сыном в Симферопольском районе. Ее сын Нариман хочет справедливости для народа. Его судьбу он воспринимает так. До 1944 года, до 9 мая, уничтожали фашисты. После 1944 года, после 9 мая, пришли антифашисты и убивали тех, кого не убили фашисты. Эти преступления до сих пор замалчиваются. Он уверен, геноцид крымских татар нельзя называть депортацией, потому что этот термин, на его взгляд, может касаться только иностранных граждан. А данному акту геноцида есть определение. Насильственное переселение – это один из актов геноцида. Сын Шикуре много лет пишет в международные инстанции. Он требует, чтобы под эгидой ООН создали комиссию для передачи власти в Крыму коренному этносу, крымско-татарскому, который не имеет другой родины, кроме полуострова. Алексей Дорогань, Валерий Балаян для Крым Реалии. Если вы живете в Крыму и вам есть что нам рассказать, пишите на эту почту. Это были Крым Реалии. Мы показываем, как живет аннексированный Крым. До встречи через неделю.